Здравствуйте, в эфире вашего канала. В это время, как всегда, новости. В студии Малан Саджигитов и Айжан Казакбаева. В начале анонса главных событий, произошедших сегодня. Безопасность и обороноспособность. Президент Алмазбек Атамбаев после лечения в Москве сегодня приступил к своей работе. Глава государства первым делом выслушал доклад секретаря Совета обороны. Черный список и как оттуда выйти. Миграционная служба Кыргызстана отмечает сокращение перечня граждан, которым временно запрещен въезд в Россию. Чтобы проверить, кто в нем находится, скоро откроется специальный сайт. Потрачено почти 100 миллионов долларов, а воды по-прежнему нет. Депутаты требуют привлечь к ответственности всех, кто провалил программу «Чистая вода». Между тем, международные банки вновь готовы выделить немалые деньги. Многострадальный проект. Очередной скандал вокруг тендера на массовую идентификацию скота. Его участники заявляют, что организаторы откровенно лоббируют за свою компанию. Сегодня после вынужденного отпуска по болезни президент Алмазбек Атамбаев приступил к своей работе. Глава нашего государства, напомним, вернулся после лечения в Москве в минувшую субботу. Как сообщает пресс-служба президента, он поблагодарил кыргызстанцев за поддержку во время болезни и пожелал всем крепкого здоровья. Дорогие соотечественники, от всей души благодарю вас всех за то, что поддержали меня и моих близких в той тяжелой ситуации, в которой мы оказались в связи с неожиданно настигшим меня сердечным приступом. В такие дни особенно дороги любые слова поддержки, а тем более молитвы и проявление искреннего сопереживания. Вы дали мне стремление и силы победить болезнь. Такое не забывается. Я и моя семья искренне благодарны всем вам. Дай вам Бог крепкого здоровья и счастья, а нашей Родине мира и благополучия. И сегодня Алмазбек Атамбаев принял у себя секретаря Совета обороны. Тимир Джумакадыров, как сообщается, доложил президенту о работе госорганов по обеспечению национальной безопасности и реализации комплекса мер по усилению обороноспособности страны. В частности, речь шла о мерах в области пограничной безопасности и продолжении курса на конструктивное решение пограничных вопросов при безусловном учете национальных интересов страны. Сегодня, отметим, глава государства также принял руководителя своей администрации. Фарид Ниязов, в свою очередь, доложил Алмазбеку Атамбаеву о выполнении президентом поручений по взаимодействию с другими госорганами. Глава государства подчеркнул необходимость обеспечения реализации важных для страны стратегических задач. Первый октябрьский снег, выпавший в минувшие выходные в северных регионах страны, заставил поверить, что зима в Кыргызстане уже началась. Обильный снегопад затруднил движение транспорта на горных перевалах Туашу и Өтмёк. На некоторых участках автодороги затор из машин доходил до нескольких километров. Снегоуборочная техника не успевала справиться с очисткой дороги от образовавшегося снежного покрова и наледи. Тем временем в Караколе для ликвидации последствий непогоды задействованы все соответствующие коммунальные службы. Снег с дождем, повалив деревья вблизи линии электропередачи, оставил без света практически полгорода. Нагруженные снегом ветви падали как на столбы с проводами, так и на припаркованные под ними автомобили. Подать электричество в дома горожан мэрия Каракола обещает сегодня ближе к ночи. Помощь для афганских соотечественников. Колонна грузовиков с гуманитарным грузом для памирских кыргызов сегодня выехала из Аша в Афганистан. Экспедиция, отметим, была организована правительством. Грузовики везут продовольствие, медикаменты, теплые вещи и юрты. Сообщается, что в экспедицию, кроме представителей госорганов, вошли также медики, которые проведут медосмотр наших афганских соотечественников. Всего, отметим, на Большом и Малом Памире проживает около 1500 этнических кыргызов. Выехал на заработки в Россию, а на границе не пустили и развернули назад, потому что находится он в так называемом черном списке. Чтобы не попадать в такие ситуации для мигрантов, желающих выехать в Россию, Миграционная служба Кыргызстана разрабатывает специальный интернет-портал. В нем, как сообщается, будут вывешены списки для тех, кому въезд в Россию запрещен, а также данные, отвечающие на вопросы, почему и на какое время запрещен, и за какие нарушения.
Вместе с тем, как сообщают в отечественной миграционной службе, ею ведется активная работа по сокращению черного списка ФМС России среди наших граждан. Многие из них, как выяснилось, оказались в этом перечне за совсем незначительные нарушения. Итого, за 1,5 года из запретного списка удалось исключить почти 80 тысяч наших соотечественников. Но при этом, как сожалеют специалисты службы, пока одних мигрантов пытаются вывести из списка, другие тут же его пополняют, нарушив правила пребывания. Вот таким образом выглядит информационная база. Мы ее получаем ежемесячно, обновляем. Это база за август месяц. Здесь мы видим фамилию, имя, отчество нарушителя, по какой статье было ему, значит, административное нарушение вменено и на какой срок ему въезд закрыт. Пока эта информация строго конфиденциальна и доступна лишь сотрудникам миграционной службы. Однако уже начата работа над созданием сайта, где каждый желающий сможет проверить, находится ли он в черном списке ФМС России. Кроме того, активно идет работа по выведению наших граждан из категории так называемых запретников. Начиная с 2014 года число мигрантов из этого списка со 194 тысяч сократилось до 117. В ближайшее время эту цифру планируется снизить до 80 тысяч мигрантов. У нас есть все сведения. Все, которые были закрыты въезд не судами, мы открыли. Все те, которые закрыты судами, их порядка 80 тысяч человек, им открыть без решения второй инстанции судебной невозможно. Все они в судах участвовали в первой инстанции. У всех у них было право в течение 10 дней обратиться с апелляцией. Они этого не сделали, потому что у них нет оснований. Эта категория граждан будет находиться в черном списке до окончания установленного судом срока. А это чаще всего от 3 до 10 лет. Нурсултана Кашалиева уже год как депортировали из Российской Федерации. Молодой человек работал на чужбине, начиная с 2006 года. За это время несколько раз нарушил миграционное законодательство на территории России. Первый раз у меня не было регистрации. Я даже не знал, что для того, чтобы работать, нужны какие-то документы. А в последний раз я был прописан в квартире, в которой не проживал. По правилам жить нужно по месту прописки. А что нам делать, если хозяева съемного жилья не дают регистрацию? Приходится платить деньги заинтересованным людям, чтобы прописали у себя. На суде у меня даже адвоката не было. Там просто посмотрели мои документы и депортировали. Теперь 5 лет я не могу выезжать в Россию. Эксперты же считают, что для того, чтобы трудоустроиться, а затем беспрепятственно работать, мигрантам необходимо легально оформить все необходимые документы. А именно, с прибытием в соседнюю страну встать на миграционный учет по месту пребывания. На это дается 30 дней. Также у мигранта есть 90 дней, чтобы найти работу и зарегистрировать договор о трудоустройстве. Я слышал, что к началу этого года из списка вышли 8 тысяч граждан, а вскоре в него попали еще 6 тысяч. Наши мигранты, вместо того, чтобы трудоустроиться по правилам, стремятся начать быстрее зарабатывать деньги. Тем самым сами оказывают себе медвежью услугу. Не стоит также забывать, что при таком отношении к законам страны пребывания страдает имидж нашей страны. По данным миграционной службы, на данный момент на территории Российской Федерации с нарушениями пребывает около 240 тысяч кыргызстанцев. Многие из них находятся на грани депортации. Екатерина Ступкина, Асхат Ибраимов, НТС. Более 43 миллионов долларов готовы выделить Всемирный и Исламский банки развития на улучшение доступа к чистой питьевой воде. Часть суммы, как и ранее, представляет собой кредит, другая часть – грант. Это при том, что за последние 13 лет для этих нужд уже было привлечено инвестиций в размере почти 90 миллионов долларов. Однако далеко не все эти деньги пошли впрок. По сей день жители почти 400 сел до сих пор пьют воду из рек и арыков, в результате чего многие заболевают такими болезнями, как брюшной тиф и гепатит С. Рассматривая просьбу чиновников на одобрение очередного кредита, депутаты заявили, что сначала необходимо решить вопрос коррупции в этом секторе, привлечь к ответственности нерадивых подрядчиков и кураторов проекта «Тазасу». Подробности темы у Елены Яковлевой. Проект «Тазасу» был начат еще в далеком 2001 году, и до сегодняшнего дня на его реализацию в общем и целом было направлено 90 миллионов долларов. Большую часть этих денег составляют кредиты, предоставленные Азиатским банком развития и Всемирным банком. Однако о том, что все кредитные средства были целесообразно использованы, говорить не приходится. На эти деньги планировалось обеспечить питьевой водой 553 села по всей республике. Однако в некоторых селах были проложены неправильно трубы, вырыты колодцы, и в итоге, опять же, 211 сел
остались без воды. А деньги потрачены, и никто их не то чтобы не вернул, даже не понес ответственность за их пустую трату. Если было выявлено, что работа сделана некачественно или что-то негодное, вы должны были обратиться в правоохранительные органы. Сколько было уголовных дел возбуждено? Или сколько компаний вы заставили вернуть деньги, которые они потратили впустую? Было 16 подрядчиков. Ни один не привлечен, ни сома не было возвращено. Мы несколько раз обращались в прокуратуру. Какой чиновник в какой период работал из тех, кто работал в Тазасу? Все деньги съели, но никто не был привлечен к ответственности. Напомню, что в свое время Зиялдин Джамалдинов тоже возглавлял Государственный департамент водного хозяйства и мелиорации. По официальным данным, сегодня 657 сел не имеют доступа к чистой питьевой воде. Чтобы решить эту проблему, необходимо 26 миллиардов сомов, но наш бюджет на эти нужды может потратить не более 100 миллионов сомов в год. Компании, по вине которых такие деньги были выброшены на ветер, совершили диверсию по отношению к кыргызскому народу. Это враги народа. Согласно вашей же информации, из-за отсутствия питьевой воды ежегодно тратится почти 5 миллиардов сомов на лечение людей, у которых возникли проблемы со здоровьем. Многие наши граждане стали инвалидами. Брюшной тиф и гепатит С – это болезни, которые остаются на всю жизнь, еще и переходят по наследству. Если бы не коррупционные схемы при реализации проекта Тазасу, доступ к питьевой воде во многих селах был бы решен, говорят депутаты. Коррупция начиналась уже на уровне определения подрядчика. Но самое возмутительное, что эти же подрядчики, которые выполнили работу некачественно, с нареканиями, вновь были привлечены к следующим фазам проекта. Строительные фирмы, из-за которых люди в селах остались без воды, не были включены даже в черный список Минфином. В какое село, сколько денег было направлено, кто подрядчик, руководитель, проектная смета. Всю эту информацию мы у вас спросили еще 3 года назад. Но вы каждый раз приносите не то, что надо, какие-то свои шаблонные отчеты без всякой конкретики. У меня такое чувство, что нарочно, будто сами в этом замешаны. В итоге депутаты решили полностью проанализировать проект Тазасу. В рамках комитета была создана спецкомиссия. Эта рабочая группа проверит все документы и в случае, если будут обнаружены нарушения, обратятся в правоохранительные органы. При этом депутаты подчеркнули, в случае, если будут внесены изменения в Конституцию, то такое понятие, как срок давности, исчезнет. И чиновники, которые нагрели руки на этом проекте, должны будут ответить по закону. Елена Яковлева, Александр Симонов, НТС. Очередной скандал, похоже, разгорается вокруг многострадального проекта по идентификации домашнего скота. На днях, отметим, был проведен и уже 3-й по счету тендер на его реализацию, и он, как уверяют его участники, прошел с грубейшими нарушениями. По их словам, тендерная комиссия откровенно лоббирует интересы одного из участников и перед конкурсом внезапно изменила правила отбора. При этом, отметим, на реализацию проекта выделяются бюджетные деньги, причем совсем немалые. Тему продолжит Булат Исаев. Идентификация домашнего скота начнется не позднее конца мая, обещали в Госветинспекции еще в начале весны. Ожидали только поставок бирок для животных. Пилотный проект идентификации должен был охватить более 700 тысяч голов крупного рогатого скота 3 районов – Карабуринского, Исыкатинского и Наакатского. Тендер на закупку бирок был проведен лишь спустя несколько месяцев. Его результаты, в свою очередь, были аннулированы. По словам директора Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калызбека Джумаканова, по рекомендации независимого аудита Департамента госзакупок были изменены условия для компаний-конкурсантов. Аналогичные поставки тендерной комиссии и отделом закупок просто были убраны, да, вот эти требования. Вместо этого включили другое требование. Это требование, чтобы завод имел, поставщик имел от завода-изготовителя авторизованное письмо. Это что говорит? Это говорит о том, что если компания действительно хочет хорошую, качественную продукцию поставить, чтобы он имел от завода какие-то гарантии. Аналогичные поставки – это значит, имела ли компания опыт работы в поставке именно этого оборудования. Этот пункт заменили на письменные гарантии от завода-изготовителя. Однако по закону о проведении тендеров с момента его объявления все принятые условия должны сохраняться до конца. Кто меняет правила игры? Это чиновник. Тот, от которого зависит судьба тендера, судьба первого места, это или те, кто хотели бы влиять на итоги этой тендерной комиссии, они только могут менять правила. И если это было сделано в ущерб качеству, в ущерб прозрачности и ясности, есть коррупционные схемы, то это предмет уже правоохранительных органов.
На данный момент в Кыргызстане насчитывается более 6 миллионов голов мелкого рогатого и 1,5 миллиона голов крупного рогатого скота. Кроме того, 500 000 лошадей, 50 тысяч свиней и более 7 миллионов домашних птиц. Чтобы провести идентификацию всего этого количества животных, по оценкам экспертов, понадобится как минимум 2-3 года. Паспортизация домашнего скота – одно из обязательных требований ЕАЭС. Из-за отсутствия спроса спустя год после вступления в Союз многие фермерские хозяйства уже становятся банкротами. Мало того, что сейчас у нас сплошное полеводство является убыточным, сейчас уже прибавится еще животноводство, наши деревенные отрасли, на котором живут все наши местные жители. В этом виноваты вот это наши чиновники, пропитанные коррупционными схемами и коррупционной деятельностью. Нужно осуществить честный тендер и надо немедленно приступать к идентификации сельхозживотных. Иначе наше желание экспортировать продукцию или вступление в ЕАЭС просто сводится к нулю. Несколько компаний-участников обратились в органы прокуратуры. А тем временем, как сообщает Госветинспекция, уже был проведен следующий тендер. О его результатах обещают сообщить в ближайшее время. Болот Исаев, Манас Бакешев, НТС. Если вопрос тарифов на интернет не удастся решить путем переговоров, в ситуацию намерена вмешаться Евразийская экономическая комиссия. Напомню, казахстанские операторы отказались выполнять договоренности, достигнутые в прошлом месяце. После того, как антимонопольный орган соседней страны пригрозил расследованием, провайдеры согласились снизить тарифы. Однако до сих пор никаких реальных шагов не предпринято. Ассоциация операторов связи нашей страны уже обратилась с жалобами в ФАС России и Евразийскую экономическую комиссию с просьбой повлиять на ситуацию. Если сговор будет доказан, его организаторам грозит уголовная ответственность. Однако пока вопрос остается нерешенным. Игорь Потанин продолжит тему. Обратиться к помощи российских антимонопольщиков и Евразийской экономической комиссии провайдеров Кыргызстана вынудило бездействие операторов связи Казахстана. Около 2 недель назад в Астане удалось договориться о снижении стоимости трафика, предоставляемого соседней страной. Однако время идет, а ситуация на рынке не меняется. Казахские операторы, один из доводов был, что россияне тоже подняли цены. На сегодня со стороны ФАСа данная информация не подтвердилась. С Евразийской комиссией у нас сегодня достигнуто понимание о том, что, скорее всего, в рамках ЕАЭС будет составлена дорожная карта по планомерному понижению цены на перспективу. В руководстве антимонопольного органа говорят, что ситуация вот-вот сдвинется с мертвой точки. Послезавтра в Алма-Аты состоится встреча, на которой, как ожидается, и будет решен вопрос. В неформальных беседах операторы Казахстана говорят, что уже принято решение о снижении тарифов. Однако пока все ждут встречи, которая запланирована на 5 октября. Там уже конкретно будет уже обсуждаться цена. И, я думаю, придем к одному. В Астане, когда мы разговаривали, то есть они не смогли обосновывать свои действия, то есть повышение цен. Если и после переговоров казахские провайдеры не пойдут на снижение тарифов, Евразийская экономическая комиссия начнет собственное расследование. ЕАЭК уже рассматривает обоснованность повышения тарифов на интернет. Если будет доказан сговор, операторов связи Казахстана ждет уголовная ответственность. Полагаю, нам удастся достичь результатов и оптимальной цены. Говорить о незаконности повышения преждевременно, так как идет изучение рынка. Мы проводим консультации, рассматриваем доводы провайдеров, которые повлияли на повышение. Если субъекты сами не договорятся, будем штрафовать. Возможно, кто-то из операторов поднял тарифы, а может, это согласованные действия нескольких компаний. В этом случае речь идет о картеле и более тяжелых последствиях для них. Эксперты говорят, благодаря развитию коммуникаций интернет повсеместно должен становиться только дешевле. Как скоро эта мировая тенденция доберется до Кыргызстана, неизвестно. Сейчас, говорят провайдеры, вернуть бы хотя бы тарифы, действующие в начале этого года. Игорь Потанин, Бакыт Кошалиев, НТС. В Аше официально открылась общественная приемная политической партии «Республика Атаджурт». Теперь и у жителей южной столицы появилась возможность лично обратиться со своими вопросами и предложениями в региональный офис республиканцев, расположенный по проспекту Масалеева. Работающие там специалисты всегда готовы принять граждан и помочь в решении насущных проблем. Самые значимые из поступающих обращений будут напрямую отправляться депутатам фракции «Республика Атаджурт». Народные избранники, в свою очередь, обсудят их на ближайших заседаниях Джоргу Кенежа. Открытие общественной приемной состоялось по многочисленным просьбам кыргызстанцев.
Жители города Ош могут прийти сюда со своими просьбами, жалобами и коллективными письмами. Наши квалифицированные специалисты помогут им составить и написать их обращения. Все они по мере возможности будут обязательно рассмотрены как депутатами городского Кенеша, так и Джугурку Кенеша. И в конце немного информации о кругосветном путешествии Союзбека Салиева. Перелет вокруг планеты нашего соотечественника на одномоторном самолете продолжается. На днях на своей интернет-страничке пилот сообщил, что с берегов Чили он и его штурман Йонас Жокнус совершили 14-часовой перелет на отдаленный остров Пасхи. Путешественник разместил фотографии архитектурных памятников острова и написал о древней культуре местных жителей арапануйцев. Напомним, из аэропорта Манас в Бишкеке наш путешественник и его штурман вылетели 25 августа. Сначала в Аравийский полуостров, оттуда в Африку, затем через Атлантику в Южную Америку. Теперь вот дуэт находится посреди Тихого океана на острове Пасха. Как отметил Салиев, он стал первым кыргызстанцем, посетившим это место. Ну что ж, мы продолжаем следить за путешествием наших отважных летчиков и, конечно же, желаем им, чтобы на протяжении всего перелета везде у них была ясная погода. Больше половины пути практически уже позади. Мы, соответственно, ждем того, чтобы Союзбек Салиев и его друг благополучно прилетели на родину. Ну а мы на этом завершаем наш выпуск. Оставайтесь на вашем канале. Чтобы всегда быть в курсе событий, о наиболее важных из них НТС обязательно расскажет и покажет. До свидания.